И в завершении выпуска испытать силы в виртуальном футболе решили в удачном. Изначально организаторы планировали провести игру на реальном поле, но желающих не нашлось. Кто забрал главный приз турнира, узнавала моя коллега. Пытается защита выбить мяч. Марсело фалит, будет ли желтая? На мониторе FIFA 2018 играет Криштиану Роналду, игрок сборной Реал Мадрид. По ту сторону экрана легким движением руки именитым футболистом и его командой управляет Роман Онищенко. Футбол с виртуальными соперниками играет часто, но в реальности не против погонять мяч. Во дворе собираемся, здесь соревнования производятся у нас. Так что чемпионат России бывший в 2001 году по Алросину. И как наяву, так и здесь. Подобный турнир проводят уже 4-й раз организаторы Совет молодых специалистов Удачинского комбината и специализированного треста «Алмаз Автоматика». В этот раз соревнования приурочили к чемпионату мира по футболу в России. Для игры на поле участников не набралось. Организаторы решили провести матч по сети. Поучаствовать в соревнованиях собрались 13 человек. Это почти 2 футбольные команды. Для того, чтобы игры было больше и интереснее, эти 13 мы делим на 2 группы. С каждой группы выходят по 4 человека. И дальше они будут играть по системе, которую уже говорили, дабл-дак, до 2 поражений. Проиграют, вылетают в сетку лузеров, и оттуда уже после 2-го поражения вылетают окончательно. Принять участие в турнире мог любой желающий. Игрокам необходимо было сделать взнос в размере 500 рублей. Деньги и сформировали призовой фонд. Деньги у нас все уйдут победителю. И в этом году ребята сами скидывались, сделали эти вступительные взносы. Так как призовой фонд у нас не такой уж большой, в принципе, делить на 3 места ни о чем, скажем так, получится. Призовой фонд составил 10 тысяч рублей. По окончанию турнира организаторы пересмотрели свое решение и разделили банк на призовые места. Третьим стал Петр Путинцев. Его награда составила 1000 рублей. Второе место занял Игорь Кирьянов. Ему вручили 2000. Ну а куш сорвал Анатолий Чепуштанов. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».